А вы знали, что земля Кузбасса насчитывает 52 красноармейца, которые являются полными кавалерами Ордена Славы? 240 кузбассовцев удостоены звания Героя Советского Союза. Вот такие вот у нас памятные есть места в музее. Сейчас мы обязательно сходим, посмотрим на экспозицию. Ребята согласились нам показать основы нашей истории, основы нашей Великой Победы. Это является базисом сохранения и целостности нашего общества, и вообще, в принципе, героической истории нашей страны. Пошли в музей. Только в первую неделю Великой Отечественной войны подается по всему Кузбассу 22 126 заявлений от добровольцев, то есть это только добровольцы. Если взять весь период Великой Отечественной войны, то с территории Кузбасса будет призвано в Красную Армию, либо уйдет добровольцами на фронт, примерно 415 тысяч человек. То есть как раз сравните с общей численностью населения. Ну, то есть, в принципе, к 1945 году, можно сказать, мобилизационный потенциал нашей области будет исчерпан. А что? Можно взять? Дорогие друзья, отдельную благодарность хотелось бы мне выразить отделу военной истории Кузбасского краеведческого музея. Если я правильно выразился, они показали нам практически все, что могли. Это, знаете, и тут история Великой Отечественной войны, и древность, и современность. Просто очень круто. На самом деле Кузбасс один из тех регионов, внесший огромный вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне. Очень много полезной информации, которую до этого мы не знали. Ну и в завершении, сами видите, вот реконструкция вот такая вот, я на защите, так сказать, интересов нашей матушки Руси. Вот. Будем бить хазар. Пути многие были одноколейные. 1904